Вопросы организации совместной работы по сбору платежей за газ, а также отключения абонентов-должников от сети в Малгобекском районе самые актуальные вопросы поднимают на совещании. Один из первых – газификация. Несмотря на ее высокий процент в регионе, остаются частные домовладения, которые к линии газоснабжения еще не подключены. Такая же проблема и с догазификацией. Если есть такой абонент, если в программе догазификации, если он в конце улицы там, или в середине улицы, если он есть, если у него есть ТО ВДГО, договора технического присоединения и ВДГО, договора ВДГО, то, естественно, мы ему дадим пуск газа. При наличии этих документов. И просто-напросто дайте адрес, и мы проверим причину, почему этот адрес. Можно сейчас, если есть этот адрес, здесь находятся сотрудники наши. Генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Назрань Альберт Ильянов отметил, что вопрос о догазификации в населенных пунктах Ингушетии взят на личный контроль главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. Так, в этом году будут догазифицированы 677 домов, а в 2023 году газ бесплатно проведут в более чем 3000 домов. Программа была утверждена в апреле прошлого года президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Программа предполагает бесплатную догазификацию, то есть подведение газовой трубы до границы, до участка земного владения абонента. И мы сегодня обсуждали с главой Малгобекского района под его председательством, с главой муниципальных образований Малгобекского района о том, как продвигается эта программа, что нужно сделать, чтобы эта программа продолжала, скажем так, более ускоренными темпами развиваться, какие проблемные зоны у нас есть. Замедляются темпы и газификации. Чаще всего это происходит из-за отсутствия у жителей правоустанавливающих документов, регистрации объектов капитального строительства и технической неготовности газового оборудования к проведению ресурса. Наряду с вопросом незаконного подключения стоит и вопрос безопасности. Только за прошлый год в республике зафиксировано 5 летальных исходов из-за отравления газом. Следующий вопрос, который также затронули на встрече – социально значимые объекты без основополагающей документации. В Сагапшах есть детский сад, отсутствует документация на техническое присоединение. То есть по факту мы не имеем права подавать туда газ. Но с прошлого года, просто с момента, как я занимаюсь этим вопросом, с прошлого года нам приходится туда подавать газ на свой страх и риск. Обращаются заведующие детским садом, дети мерзнут. Но на сегодняшний день ситуация так и не изменилась. Почти год прошел, документы не появились, скажем так. Каждый раз выезжает раз в месяц служба ГРО, там фиксирует безопасность этого объекта. И, честно говоря, на каком-то, я не знаю, мы на себя берем большую ответственность, давая газ на этот объект. Острой проблемой в регионе остается вопрос платежной дисциплины. Так, за прошедший год газовиками региона выявлено 1378 случаев самовольного подключения к газопроводу и несанкционированного пользования ресурсом, ущерб от которых превысил 300 миллионов рублей. На сегодняшний день проблему незаконного подключения решают временным отключением. В каждом населенном пункте по 8 семей в день. На совещании отметили, помимо прочего, жителей нужно информировать, к чему ведет подобное отношение. Подключение занимает людей буквально 3-4 часа. Сварщики, или шланговые соединения, простые способы. Значит, опять доведение его, он должен подготовить документ, передать его в отдел корпоративной защиты. Этот человек получит первый штраф по 7-19 административных нарушений. Второе подключение, вероятно, невероятно, это будет, если второй 7-19, он идет на уголовную статью. Мы абсолютно не хотим людей загонять на эти уголовные дела. Мы здесь озвучиваем. Уголовное дело получивший человек, ни один член его семьи, он не попадет на работу государственного органа. В ходе совещания глава администрации Малгобекского района дал поручение создать рабочую группу по оформлению субсидий малоимущим семьям для оплаты услуг ЖКХ. Всего по району планирует выделить свыше 500 семей. Сделать это планирует до начала отопительного сезона. Такая поддержка окажется полезной не только семьям в трудном положении, но и позволит увеличить сбор платежей. Однако нужно учитывать нюансы любой соцподдержки. Что они, большинство потребителей говорят, что они 50% только должны оплачивать. Акционы потребитель 100% оплачивает,
так 50%, через месяц, либо в лучшем случае через 3 месяца, да, а возвращаться от потребительства, не проблемный вопрос, и в том числе у глав сельского поселения возникают эти вопросы. В целом, в Волгоградском районе мы могли бы за 100% уже сбор и еще дать. Но в связи с тем, что льготы отсутствуют, мы не можем это делать. Да, мы должны понять, что дотации в целом в районе и в городском округе свыше 80%. Для успешной работы газовой компании необходима активность жителей. Подобные встречи планируют провести с властями и в других районах республики. Хава Гагиева, Магомед Даскиев. Новости 24.